друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно». И с вами ее ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить вам сегодняшних игроков. Вместе с нами играют студенты против школьников. Интересная, наверное, получится игра, ведь у нас не всегда побеждает тот, кто старше. Итак, давайте поприветствуем первую троицу. Это учащиеся 10 класса университетского лицея СВФУ. Андрей Жирков, Марат Петров и Олеся Соколова. Здравствуйте, друзья! Очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, вставайте у красного диванчика и назовите, как вы придумали название вашей команды. Сунсята, наша команда так называется. Сунсята. Да. Так, здорово. И ваш девиз? 3-4. Мы Сунсята. 3-4. Мы Сунсята, наш девиз, никогда не падай вниз. Ученица 10-го лингвистического класса университетского лицея Олеся Соколова из всех школьных предметов любит английский язык. А еще она изучает китайский, который планирует продолжить изучать и после окончания школы. Помимо учебы, девушка любит читать и предпочитает зарубежную современную литературу. Нам посоветовала обратить внимание на американскую писательницу Нору Сакавич, которая в основном пишет про подростков и для подростков. А вот Марат Петров зачитывается мангой, и его любимое творение – это «Человек-бензопила». Помимо чтения он рисует и смотрит аниме, а также проводит время с друзьями. Из всех школьных предметов его любимый – это математика и физика. И неудивительно, ведь Марат учится в Сунци, физико-математическом классе, и в будущем планирует поступать на это же направление. Андрей Жирков также ученик 10 класса, обожает информатику и математику и учится в параллельном с ребятами классе. Любит гулять, играть и смотрит аниме. Убеждает нас, что сразиться в игре со студентами не составит особого труда, ведь тут главное – удача. Что ж, посмотрим, а пока пожелаем удачи школьникам. А сейчас приглашаем в нашу студию студентов филологического факультета СВФУ. Это Кристина Никифорова, Алина Федорова и Эржена Гармаева. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Название вашей команды и, возможно, девиз. Название нашей команды «Филологи» и девиз «Раз, два, три, слей». Вау, интересно. А вот для меня поясните, что означает ваш девиз. Девиз «Слей» — это, как бы это правильно перевести? Такой молодежный сленг получается, Когда у тебя что-то очень хорошо получается, и мы верим в то, что у нас тоже сегодня получится лучше, чем у той команды. Студентка второго курса филологического факультета СФУ Кристина Никифорова окончила физико-технический лицей города Якутска, но литература больше покорила девичье сердце, чем точные науки. Так Кристина и оказалась на филфаке, о чем нисколько не жалеет. С упоением зачитывается зарубежной классикой и может рассуждать о ней часами. А нам посоветовала перечитать «Ремарка» «Три товарища». Однокурсница Кристины Алина Федорова, в отличие от первой, продолжила, так сказать, свое гуманитарное образование. Ведь за плечами у девушки городская классическая гимназия, гуманитарный класс. Поэтому сомнений, куда поступать, у нее не было. Как и положено студентам филфака, обожает классику. Причем как и русскую, так и зарубежную. С удовольствием в свободное время смотрит фильмы и сериалы и частенько пишет на них рецензии. Сегодня увлечена ситкомами «Друзья. Теория большого взрыва». Если вы их не смотрели, посмотрите обязательно. Третьекурсница Эржена Гармаева приехала к нам из Бурятии специально поступать в СФУ. Считает, что только в нашем университете можно получить качественное образование. И мы с этим абсолютно согласны. Эржена увлекается дебатами и, пользуясь случаем, всех приглашает в клуб дебатов «Пантеон», где развивают речь и учат думать. А правила игры таковы: все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно,
и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Пока участники готовятся к игре, предлагаем ненадолго окунуться в историю настольных игр. Ведь наше шоу «Телеактивно» — это, по большому счету, огромная настольная игра. А некоторые люди и не догадываются, что настольные игры появились в доисторические времена еще до появления письменности. Так что же было первой настольной игрой? Конечно, кости. Набор из 49 вырезанных и покрашенных камешков был найден во время раскопок 5000-летнего кургана Башур-Хаюк на юге-востоке Турции. Они считаются самыми древними игровыми компонентами, найденными археологами. Схожие экземпляры были обнаружены в Сирии и в Ираке. Вообще, настольные игры, не утратившие и по сей день своей актуальности, не так уж и сильно изменились за тысячелетия. Все потому, что в основе любой игры лежит вызов, соревнования и адреналин, которые придают силы и уверенности в себе. Такие были в Древнем Египте и у викингов. К примеру, Хнефатафл, иногда его называют просто тафл. Это игра, в которой пленные играют против захватчиков. Цель белых фишек, то бишь пленных, устроить побег короля, в то время как черные фишки-захватчики норовят помешать ему. Напоминает шахматы, не правда ли? В современном мире все началось в 1934 году, когда Чарльз Дэроу представил проект игры в будущем, названной «Монополия». Она быстро приобрела популярность как на Западе, так и в СССР. Увлекательная игра не только была способом отдохнуть, но и помогала развить навыки в области экономики. А вот российским культовым развлечением, несомненно, было лото. В него играли всей страной благодаря телевизионным эфирам передачи «Спорт-лото», а набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, надо отметить, сама игра появилась намного раньше. В Генуе в лото играли еще в 17 веке, а в 18-м она появилась в Российской империи. Причем изначально считалась досугом высшего общества и только после революции обрела популярность среди всех слоев населения. Современные игры эволюционировали долгие годы, и теперь это один из самых популярных видов досуга для любой компании, в том числе и для нашей.
давайте начнем, наверное, нашу телевикторину. Прежде чем приступить к основной игре, мы зададим вам по 3 вопроса из школьной программы. И таким образом определим, какая команда из вас начнет основную игру первой. А вопросы будут заданы совершенно случайным образом по таким школьным предметам, как математика, русский язык, английский, история и даже химия. Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Филологические вопросы тоже будут. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, то в этом случае капитаны, вы, наверное, выбрали, да, у себя в команде капитанов, будут вынуждены бросить наш кубик, и чья цифра будет старше, тот, собственно, и будет командой красных и стартует первыми. Ну, начнем, да, поскольку в эту студию вначале мы пригласили команду школьников Сунцята. Вопросы школьной программы сначала звучат для вас. Внимание на экран. На какие группы делятся предложения? Так, русский язык вспоминаем. Это, наверное, класс 7, число даже. Филологи хихикают, конечно, Мы вы хихикаем, знаете. потому что я сейчас прохожу практику в Сунце, и я преподаю у Олеси, и мы недавно проходили эту тему, поэтому мне очень Давайте посмотрим, как справилась с заданием Олеси. Запомнила ли она? Да. Ну, в общем, предложения разделяются на простые и сложные, и все получается. Ага, так, Иржина, не подсказывайте. Давайте сверимся с учителем русского языка 3-й школы. На простые и сложные. Абсолютно верно. Сунцята заработали 1 очко. Вопросы школьной программы теперь звучат для филологов. Внимание на экран. Переведите фразу How is the weather today? Какая сегодня погода? Изи. Давайте сверимся. Какая сегодня погода? Так, давайте продолжим нашу викторину. Вопросы школьной программы для Сунцят. Самое глубокое озеро в России. Байкал. Байкал. Хорошо. Ну, давайте сверимся. Может быть, нет? Самым глубоким озером в России является озеро Байкал. Ее глубина максимальная 1642 метра. Надо было спросить про глубину. 2 очка. Второй вопрос теперь для филологов. Назовите имена братьев, которые изобрели славянскую азбуку. Ой, это тоже Кирилл Мефодий. Ну, сверимся. Славянскую азбуку изобрели Кирилл и Мефодий. 2 на 2. Вот вообще для кого были составлены эти вопросы? Так, и по последнему. У нас команды идут вровень. Последние вопросы школьной программы для Сунцят. Кто такой Федор Тимофеевич в рассказе Антона Павлова Чехова «Каштанка»? Вот так. Вот так вот. Ну, предположить надо хотя бы. Нет, девочки-то точно знают. А вы... Обожающие математику, наверное, да? Ну-ка, Олеся. Предположение может есть. Сложи. Ну, скорее всего, чей-то муж, какой-то барыни или герцогини. Ну, точного ответа нет, да? Нет. Точно ответ. Давайте сверимся с учителем литературы и узнаем. В рассказе Антона Павловича Чехова «Каштанка» Федором Тимофеевичем является кот. Федор Тимофеевич, это кто? Так, 2 балла, запомните. И последний вопрос из школьной программы для филологов. Может быть, вы заработаете 3 очка. Не положительное и не отрицательное число. Вот так вот, математика. 0. Да? Ребята, не подсказывайте, давайте сверимся с учителем математики. Я уже хотела обрадоваться, может, филологи ошибаются. Сверимся давайте. 0 является не положительным, не отрицательным числом. Молодцы, да. И классическая гимназия, и ФТЛ, и Бурятия, молодцы. Так,
3 очка. 2 очка. очка. Получается, что команда красных у нас становится девочкой Студенты. филфак. Присаживайтесь на красный Меняемся диванчик, местами. а ребята на синий. Меняемся местами и начинаем нашу основную игру. Кому принадлежат эти строки? Может быть, вы помните. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Я просто не помню. Ой, песню слышала, а вот не помню. Понятия не имею. Есенин? Что будет, если горящую спичку опустить в пробирку с газом СО2? Она погаснет? Или взорвется? Взорвется. Да. Вообще не знаю химию, я на 2 училась. Вариант ответа. Взорвется, потухнет, либо станет ярче и еще сильнее гореть. СО2, кислород. Мне кажется, будет ярче гореть, либо потухнет. Она сгорит. Сгорит. Сгорит? Ну, или потухнет. Она взорвется? Потухнет. Потухнет. Почему? Кислорода нет. Она потухнет. Потому что углекислый газ – это среда, в которой не горит огонь. К какой части речи относится слово «нисколько»? Нисколько. Так, не знаю. Я только падежи помню. Нисколько. Числительные, по-моему. И сколько части речи наречия? Наречь. Какой частью тела потеют кошки? Животом. Что за вопрос? А кошки потеют? Носом. Они потеют вообще? Понятия не имею. Под мышками? Не знаю. Лапами? Какой из этих элементов не является радиоактивным? Уран, фосфор, плутоний или торий? Тор. Торий, наверное. Фосфор? Фосфор. Фосфор. Пусть будет фосфор. Из какого злака делают манную крупу? Манная торта. Манная крупа. Манка. Ну, из манки. Я даже не знаю, откуда манка берется. Я знаю, что кашу из нее варят. Пшеницу, что ли? Пшеница. Пшеницу? Сколько материков на планете Земля? 7. Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктика. 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 получается. Получается, пусть будет 4. 6. 6. Мальчик, испугавшись, убежал прочь. Нужно ли ставить запятые и где? Нет, думаю. После испугавшись. После испугавшись? После слова... Либо после слова «мальчик» и после «испугавшись», либо же там вообще не должно ставиться. Ну, мальчик, запятая, испугавшись, запятая, убежал прочь. У нас же есть улица Кальвица, да? Да. А как его зовут вообще и кто он такой, ты знаешь? Я знаю, что это революционер вроде бы. Не знаю. Ой, не знаю. Абсолютно не знаю. Кстати, недавно, в прошлом году я смотрел по поводу Кальвица. Сейчас уже не скажу. Все поняли правила игры? Итак, мы начинаем.
Команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. А я хочу напомнить, что если кубик вам покажет цифру 6, в этом случае вам будет задавать вопрос филолог. Вы его прекрасно знаете, преподаватель вашего ИСУНСа и филфака Дмитрий Жирков. Эта же участь может вас поджидать и в конце нашего игрового поля. Если кубик покажет большую цифру, чем осталось у вас шагов, вам нужно будет выполнить сразу два задания. Первое – это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И опять же вопрос от Дмитрия Жиркова. Команда красных стартует первыми. Ржена, капитан команды, бросайте кубик. Какую цифру хотели бы? 6. Давай. Молодец. Так, Эржена, вначале подходите к нашему столику, выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на голубой фон и на нем кисточку. Мы при этом не говорим, не пишем. Но можно ребятам дать подсказку, сколько слов там в фразе, если такова имеется. Поехали. 2 слова. 2 хода? Что? Какие-то филологические знаки у Эржены. Карта? Цветок? Ваза? Второе слово. Первое подлежащее, я не знаю. Второе зависимое. Подчиненное. Так сложно. Не, ну это Восемь определение. Ага. 4 секунды. Ваза. Цветочная ваза? Ваза. Время. Эржена. Ответ? Время. Ответ была керамическая ваза. Ну, я не знаю, как показать керамическая. Ну да, сложно. Сложно. Ну, классные вы вот эти вот все свои схемы и Схемы, знаки. Да, правильно, Что-то кстати. филологическое. На заметку, ребята. На заметку, поэтому лучше показывать. Так, кубик бросает теперь Сунсята. Андрей. Четыре. Раз, два, три. Говорить. Говорить вам нужно будет, то есть объяснять слово или Карточку, фразу пожалуйста. словами. Вначале, Андрей, подходите к нам, выбираем карточку. Любую карточку можете выбрать. Ага, я вам подскажу, на синий фон, вот это словами, исключая однокоренные, нужно объяснить ребятам, чтобы они поняли. Синонимы, антонимы Ага. можете использовать. Поехали. Так, я использую камеру, Фотограф? ну, почти, и вы должны там сидеть, и я должен вас фотать. Этот, который на паспорт фотографирует? Все, присели. Фото. Ой, точно. Какой был? Фотостудия. Да, вы использовали однокоренное слово. Я забыл. Филологи, продолжаем. Так, Кристина, бросайте кубик. 1. Рисовать. Опять рисовать. Кристина, тоже подходите к нам, выбираем карточку, смотрим на голубой фон. Мы первые. Потому что мы все первые. Слы. Поехали. Первое слово. Или одно. Сок. Дани. Молоко? Молоко. Всё? Второе слово. Молочный. Дождик? Молочный коктейль? Молочный коктейль. Да, это молочный коктейль. Абсолютно верно. Молодцы. И двигайте торжественно, Кристина, вашу фишку на 1 шаг вперед. Так, можно сказать, что игра у нас стартовала. Раз. Отлично, мы поздравляем команду красных, филологи. А Сунсята продолжает нашу игру. Бросайте кубик. Марат, ваша очередь. Да. 3. Это вам нужно показывать. Пантомима. Выбираем карту, смотрим на желтый фон. Мы должны. Я вам подскажу. Поехали. 3 Слова. стакана. 3 кувшина. Наливать. 3 налитых. Внутрь перемешать. 3 жидкости. Кофе, вода, По-другому покажи. вода, 3 водных, 3 вода. ну, вода, что дальше? Покажи нормально. Картина. Квадрат. Квадрат. Заливать воду. Куда? Лить воду. Что?
Ведро. По-другому покажи как-нибудь. 10 секунд. Давайте, ребята. Окно. Вы близко, да? Что Налить, это? закрыть. По-другому я не... Что это? Время. Ответ. Ответ – вода со льдом. А вот это вот что вы показываете? А, это лёд. Это лед. Да. Квадратик это лед, да? Да. Я поняла это. Молодец. Лед. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте, а Команда девочки, красных. филологи продолжают игру. Алина, бросайте кубик. Да. Какая цифра попадется? 6! И ваш любимый Дмитрий Жирков. Пожалуйста, Алина, присаживайтесь, и вы отвечаете на его вопрос вместе втроем. Так, внимание на экран. Придумайте синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Рандомно. Случайно. 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 Давайте сверимся, что на это скажет у нас Дмитрий. Правильный ответ – случайно. Случайно. Да, абсолютно верно. Да, и Алина, делайте 6 шагов вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6. И буквально за 2 хода вы уже в центре нашего поля. Сунсята, давайте догонять филологов. 3. Это пантомима. Это пантомима. Пантомима, да. Поехали. Уборщик. Лопата. Гольф. Хоккей. Лед. Хоккеист. Хоккеист. Ворота. Болельщик. Вратарь. Хоккей. КХЛ. Шайба. Что? Тренер. Я хоккей. Играем в хоккей. Играть в хоккей. Мы играем в хоккей. Все играют в хоккей. 10 секунд. Хоккейный турнир. 5 секунд. Я не знаю. Время. Турнир по хоккею. Хоккейный матч. Я говорю по-другому. Надо было сказать матч. Рядом были Марат. Девочки, команда красных, пожалуйста. Какой турнир? Я думал, слово матч. Неловко. Куда ушла? 4. Раз, два, три, 4. Говорить. Это для вас Это мне легко, нравится. да. Смотрим на синий фон, филология. и на нем человечка. Я вам подскажу. говорить. Человечек говорит, вот оно. Поехали. Как же... Ванне. Что есть в ванне? Вода. Помимо, вот раковина, из чего течет вода? Кран. Сама. Да, когда он, допустим, он у вас протекает, как вы это называете? Протечка. Нет. То есть Поломка. вы угадали первое слово, это? Кран. Да, есть еще, это второе слово, и есть первое в словосочетании. И вот с ним что-то случилось, вообще любая проблема, это называется... Поломанный кран? Почти. поменяй- Поломка крана. Нет, ты сказала правильно. Там есть прилагательное. Ты правильно сказала, поменяй приставку. Сломанный? Да. Сломанный Вместе. кран. Да. Да! Оставалось 3 секунды. 3 секунды до конца, молодцы. Так, 4 шага вперед. Ржена, 4 да, я шага делаю 4 вперед. шага. Вы вырвались вперед Да. на много шагов. Я делаю раз, два, 3, 4. Так, Сунсята, давайте бороться. Андрей, рисовать. Один шаг. Вы, наверное, хорошо рисуете, Андрей, да? Поехали. Солнце? Нет. Какой-то мальчик. Какой-то полицейский комиссар. Азиат. Как он называется? Шерлок Холмс какой-нибудь. Холмс? Так. Этот. Следователь? Детектив. Детективное расследование. Что? Улика. Нашел улику. Что это? Что это? Писатель. Какой-нибудь... Что это?
Шляпа. Время. И какое это? Обыск. Обыск. Это по-другому можно было нарисовать. А как можно было нарисовать? Один другого, наверное, так вот типа щупает. В принципе, Ну, тут сложно, да. Как за такое Я время думала, как нарисовать? тут как расследование. будто бы акцентный человек. Это почти одно и то же. Два человека можно нарисовать. Сложное слово. Да ладно. Филологи, продолжаем. А я хочу Верно, напомнить 4. вам, что если сейчас кубик покажет больше, чем 4, вам нужно будет справиться с 2 заданиями, как я говорила ранее, да? 1. Это пантомима. Так, Кристина, Кристина начала. А мы уже выиграли. Поехали. Тук-тук. Поезд. Вагон. Поезд. Два слова. Поезд. Идти. Идущий поезд. Поезд идет. Да. Да, Алина, вы молодец. Шаг вперед, пожалуйста. Поезд идет. Один шаг. Эржена не успела даже, да? Мне нравится, мне это нравится. Молодцы. Так, Сунсята. Ой, пардон. Ты очень хорошо показала. 5. 5. Это у нас. Рисовать. 4, 5. Это рисовать. Рисуй нормально. Поехали. Дорога. А, нет, забор. Забор. H2O. Это Гены. Ветви. Вода. Водопад. Водопад. Да, Олеся, здорово, молодцы. 5 шагов. Да, 5 шагов делаете, Марат, вперед. Ура! Ну, есть шансы, всегда есть шансы, да, догнать и перегнать противника. 3, 4, 5. Отлично. Не так плохо. Отлично, я вас поздравляю. А филологи продолжают нашу игру. Вам сейчас нужно, чтобы выпало 3, либо тогда 2 задания, да? 3. Я, видимо, всегда, вот, когда так говорю, выпадает именно та цифра. Только пантомима без Дмитрия Жиркова. Да. Вам нужно будет подойти к столику, выбрать карточку, смотрим на голубой фон. И вот это надо будет показать. Показать именно. Показать, да, без слов. Показать. Вы у нас еще, по-моему, пантомиму вам доставали. Показать, судя по выражению. Поехали. Первое слово. Одно слово. Стрелять. Охота. Охотник. Да, это охотник. Буквально за 20 Вперед, пожалуйста, можете все Вы можете все вместе. вместе. Торжественно. И раз, 2, 3. Победителем сегодняшнего шоу становится команда филологического факультета СВФУ. И мы вручаем вам возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом якутский конфигуратор. Есть. Ага. Спасибо. Ребята, и вот это по вздоху Андрея не успели вы начать, как вы уже проиграли. Какие у вас впечатления? Можете посаживаться. Какие у вас впечатления? Вы, наверное, расстроены, да? Да нет. Или как бы вот... Было весело. Было весело. Да, А интересно. что больше всего понравилось? Рисовать, да. Рисовать, да? Больше всего рисовать. А какое задание вы больше всего боялись вот перед игрой? Дмитрий Дмитриевич. Нет, скорее всего, изобразить без слов. Пантомима, да. Так, а Марат, а почему Дмитрий Дмитриевич? Мог бы сложные вопросы. Он, связаны. кстати, задавал, но просто вот в этой игре не попадались. попалось. Да. У него были такие сложные вопросы, я думаю, что, может быть, вы бы даже Девочки, а справились. вам какое задание больше всего понравилось и, возможно, не понравилось? Ну, мне лично Дмитрий Дмитриевич очень нравится. В Да, принципе, как человек. Очень оригинальный вопрос. Вот. Но мне тяжело было рисовать. Я, в принципе, только одно задание сделала. Алина, а мне кажется, вы играете, да, в такие игры, крокодил, что-то похожее, вы очень хорошо угадывали. Как-то вот быстро. всё Я в запомнили. лагерях часто была. Вот. Видно же это. Да. Так, а вот какого вы задания, вот, ну вы же слышали об этой игре? Вообще, когда вам предложили, да, сыграть, прийти к нам в студию, сыграть, вот какие первые ваши мысли были? Чего вы испугались, возможно? Может быть, камеры вообще? Школьников. Серьезно? Почему? Нет, ну опозориться.
Но сейчас вы так вот гордо, вы можете... Да, мы выиграли. Сертификат, да. Так, ребята, а вот вам предложили прийти к нам в студию, сыграть вот тоже ваши первые мысли. Вообще, кто предложил? И сразу ли вы согласились? Да, сразу. Да. Были у вас какие-то другие там... Сомнения, возможно? Да, А, нет, сомнения. не было. Ну, было интересно попробовать, как новый опыт. Прийти посмотреть, Да. как тут. Мгм. Но вы раньше не играли Нет. в подобное, Нет, да? нет. Ну, теперь вы будете знать, вот как Алина теперь в лагерях, может быть, да? Кстати, у вас есть уникальная возможность передать привет, возможно, родителям, друзьям. Пожалуйста. И, может быть, тем, кто хочет прийти к нам сюда. Передаю привет своей маме. Наверное, она смотрит сейчас этот. Так что привет. Ага. Ну, я тоже я передаю привет своим друзьям, Платону Семену и Охлопову Саше. Вау. Я передаю привет своим родителям и бабушке, дедушке. Да, и пусть родители, и бабушка, дедушка, и ваши друзья приходят к нам на игру и участвуют в телешоу «Телеактивном». Девочки, ребята, я вас благодарю за участие в нашей программе. Приходите к нам еще, может быть, другой командой. Может быть, вы даже поменяетесь местами, но словом мы вас снова ждем. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!